Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Рад вас видеть в очередной раз. Сегодня у нас начинается новый телевизионный сезон. И хочу отметить, что в рамках нашей программы «Профессор. Доступно о важном» мы будем говорить о развитии юридического образования в Республике Саха-Якутия. В этой связи я пригласил в нашу студию заместителя руководителя аппарата Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, начальника государственно-правового управления аппарата парламента, доцента кафедры гражданского права и процесса Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мусова, кандидата юридических наук, доцента, заслуженного юриста Республики Саха-Якутия Сарглану Николаевну Федулову, а также ветерана промышленности Якутии, заслуженного горняка Республики Саха-Якутия, первого заместителя министра промышленности нашей республики в период с 2002 по 2010 годы Владимира Михайловича Федорова, который является старшим сыном основателя высшего юридического образования в нашей республике, профессора, доктора юридических наук, защитника Родины, солдата Победы, почетного гражданина республики Михаила Михайловича Федорова. Итак, мы начинаем. Начнем, Сарглана Николаевна, с вас. Вы являетесь одним из соратников Михаила Михайловича Федорова. Мы знаем по истории, что юридическое отделение было открыто в 1982 году усилиями Михаила Михайловича Федорова при поддержке ректора университета Ариана Ильича Кузьмина, проректора Спиридонова Ивана Григорьевича. И могу отметить, что это был такой тернистый путь, не хватало профессорско-преподавательского состава, привлекались люди, которые находились на практической работе. Начиная с 1987 года пришла такая подмога реальная. Это выпускники Московского государственного университета Альбина Афанасьевна Степанова, которая впоследствии стала первым деканом юридического факультета. И Сарглана Николаевна Федулова. Сарглана Николаевна, она была заведующей кафедрой гражданского права и процесса и сегодня является доцентом этой кафедры, хотя по должность занимает высокую, но тем не менее не бросает своих студентов, занимаясь профессорско-преподавательской деятельностью. Давайте вспомним те далекие годы, как вы начинали свою работу в качестве преподавателя, что вам запомнилось. Вы можете вспомнить своих коллег по работе, которые, конечно же, стояли у истоков юридического образования нашей республики. Спасибо, Александр Николаевич, за приглашение. Вы меня назвали соратником. Наверное, это все-таки вряд ли меня можно назвать соратником. Михаил Михайлович меня пригласил, когда я была выпускницей университета. Я работала в адвокатуре тогда. И он, хотя это был 1987 год, а кафедра возникла в 1985 году, а заочное отделение юридического отделения открылось в 1982. То есть он все еще находился в процессе создания профессорско-преподавательского состава. Как вы сказали, что это очень сложно, это и сейчас сложно. Тогда это действительно была задача сложная, потому что вообще во всей стране, хотя это была еще тогда большая страна, у нас юридических вузов было не столь много. На самом деле у нас готовили считанные, можно сказать, вузы юристов, и поскольку своего вуза не было, конечно, для того, чтобы преподавать, найти кого-то было еще сложнее. Да? Я даже думаю, что на практику тоже было сложно найти людей, но у нас, я так полагаю, были договоры со Свердловским юридическим институтом и с Харьковским
институтом, и вот прямо оттуда приезжали, ну, не целые курсы, ну, в общем, выпуски были достаточно большие, вот, и поэтому найти людей для преподавания тогда было сложно, но Михаил Михайлович, он, во-первых, приглашал уже преподавателей действующих, и ну, такая была большая удача, когда в 1984 году приехал Дмитрий Николаевич Миронов. Он уже тогда был кандидатом юридических наук, и он окончил Свердловский юридический институт, и там же учился в аспирантуре. И затем он преподавал в своей альма-матер, но потом он работал в Ярославле, в Оренбурге, и поэтому он был очень опытный уже к 1984 году, и в 1990 году он стал заведующим кафедрой. То есть вот буквально я стала работать в 1987 году, и когда Михаил Михайлович был заведующим кафедрой, но он все-таки был уже человеком, ну, не молодым, и в 90-м году он уже от административной должности, ну, хотя, конечно, заведующий кафедрой – это преподаватель, он, конечно, и тогда вел такую активную преподавательскую деятельность, вот. А вообще-то в ВУЗе я бы сказала, что ну, для нас, например, карьера всегда была то не занять какую-то административную должность, а именно заниматься наукой. И вот в этом смысле я думаю, что он счел в 90-м году, что он уже, значит, ядро какое-то было создано. Ну, я так думаю. Ну, и здоровье уже, возможно, было такое, что, ну, в общем, он перешел на преподавательскую, он был профессором. И вот я помню, когда в 2000 году у нас было новое здание факультета на проспекте Ленина 1, ну, я люблю это здание, потому что оно в центре города, и вот, ну, у меня все какие-то очень хорошие воспоминания связаны с этим зданием. И представьте, мы читали лекции на 12 этаже, и у нас еще лифта не было, и Михаил Михайлович прямо вот поднимался пешком на 12 этаж. Я, например, ну, как-то, я была просто поражена, что, ну как так вот. Ну вот, и поэтому, ну, я не то чтобы была соратником, но я была таким молодым человеком, и знаете, вот он пригласил Дмитрия Николаевича, потом он пригласил из Казахстана, это же тогда была честь нашего государства, кандидата юридических наук, доцента Альжанова Хамита Шитымовича. Но, знаете, сложно было это. К нам не хотели вообще люди ехать. Ну, это, как говорится, что как бы приглашал на Колыму, а им лучше вы к нам, да? Вот, и поэтому вот он пригласил выпускников, а мы были выпускники Московского университета. Я думаю, что ну, вообще это сработало, потому что вот мы в один год стали работать, и, ну, и до сих пор мы преподаем. А на самом деле в 90-х годах было такое обратное явление. Если вот он собирал, и преподаватели приходили с практики, а в 90-х годах-то в вузах-то случилась обратная история. Был исход, наоборот, преподавателей, потому что стало не хватать юристов вообще везде. Угу. И, кстати, стало создаваться много вузов юридических, но именно преподаватели – это все-таки специалисты высокого класса, и поэтому они стали уходить из вузов. Вот, например, когда я училась в университете, у нас был Сергей Михайлович Шахрай, он был вот выпускник аспирантуры, только защитился. А потом, в 93-м году была принята Конституция, и потом уже вот в более поздние годы стали говорить, что ну как бы он написал Конституцию, он был молодой, в принципе, юрист. Вот преподаватели университета готовить дольше, чем ну, специалиста, практика. Ну, 7 лет не меньше, а то и больше. У нас защищаются люди там через 10 лет. То есть это все-таки сложнее, это просто массив знаний должен быть такой большой.
Может быть, специализация узкая, но подготовка занимает больше времени. Вот. И вот стали, наоборот, уходить. Не то, чтобы надо было удержать тех, кто работал, вот, но и вот в начале 90-х годов, опять же, пригласили Ушницкого Арума Арумовича, вот он сейчас декан юридического факультета. Но я думаю, что это бывает достаточно, ну, не то чтобы совсем редко. И вот мы втроем до сих пор работаем, причем Арум Румыч и Альбина Афанасьевна, они так вот, это для них основная работа. И я считаю, что, ну, наверное, не то чтобы только мы были такие, но у нас действительно была идея. Мы хотели, чтобы у нас был юридический факультет, но в университете, кстати, этой идеей не сразу прониклись, и мы уже, то есть в 2000-м был создан юридический факультет, понимаете, да? И вот в 90-х годах у нас была уже такая идея, но видите, до 2000 года она вот не могла быть реализована. Вот. А, кстати, и Дмитрий Николаевич Миронов, ну, я говорю, исход был. Не то, чтобы люди шли заработать, да, но тогда у нас появился Конституционный суд в республике, и он был избран председателем Конституционного суда. Причем он был настолько хороший председатель, что вообще наш Конституционный суд, не во всех субъектах Российской Федерации такие суды были, но наш суд характеризовался очень хорошо. И вот и я, например, тоже этим гордилась, что именно... А он был заведующим кафедрой после Михаила Михайловича, да, и вот и он мне помогал и в моем становлении, ну и просто чисто по-человечески. Когда я училась в аспирантуре, после первого курса я взяла академический отпуск в связи с рождением ребенка, и вот я работала на кафедре, и он для меня сделал очень такое хорошее расписание. Ну, все-таки удобное. Да, то есть это, знаете, тоже важно. Вот, не всегда так бывает. Но у нас заведующие кафедрами вообще всегда были довольно удачны. Вот, кстати, для зрителей, после Дмитрия Николаевича у нас был заведующим кафедрой историк Слепцов Николай Алексеевич, а потом был Александр Николаевич 2 года до того, как... У него фамилия какая? Ну, Ким Александр Николаевич. Потому что там у нас и Бертников был. Ну другие. да, ну я-то имею в виду вас конкретно. Телезрители не Да, знают. Александр Николаевич об этом не сказал, но вот он у нас был заведующим кафедрой, хотя он был, ну, достаточно недавним выпускником, но он уже тогда был такой организатор на высоком уровне, и поэтому сочли возможным ему предложить такую должность. Вот. И, уже в 96-м году у нас начинает расширяться, там усложняться структура, хотя это был еще не факультет, и вместо кафедры правоведения появилось 2 кафедры. Кафедра, тогда она называлась государственного права, и кафедра гражданского и уголовного права. Может быть, несколько странно, да, но только 2 кафедры были. Ну, можно сказать, такое разделение было, что вот одна кафедра государственного права, там велись публично-правовые дисциплины, а у нас отраслевые. Ну, так, условно говоря, схематично, да. Ну и вот с 96-го года до 2000-го вот мы добрались до того, что у нас появился факультет. А вообще, знаете, в 90-х годах ведь во всей стране было очень много вузов. И у нас уже в 2000-х было, ну, это даже не 20. Филиалы. Да, у нас их стало очень много. Вот, но они были очень востребованы. Ну, естественно, и для частных вузов это значит, что были какие-то заработки, да? А у нас на это внимание как-то не сразу обратили. Ну,
Ну, у нас произошло расширение контингента студентов, потому что к нам просились студенты из других вузов, ну, по разным причинам, потому что это был все-таки государственный университет, ну, там всякие разные были. Поэтому у нас вот по разным причинам у нас появился филиал в Мирнинском политехническом институте, и там вот сейчас там нет набора, но длительное время мы ездили в Мирный. В общем, и у нас, конечно, вот раньше, как до 2000 года, у нас не было специализации. Теперь у нас в 2000 году появилась специализация, профилизация, потом у нас появился бакалавриат. У нас ведь и аспирантуры тоже не было до определенного времени. Вот, потом у нас появилась магистратура, ну, то есть... При переходе на Болонскую систему это уже как... То есть у нас вот период становления, да. Вот эти сложности, они были до 2000-го. И когда мы стали факультетом, все стало гораздо легче. Да. Вот здесь немножко прервемся. Вот Светлана Николаевна сказала, вот, что значит для нас Михаил Михайлович Федоров, а вы старший сын. Поэтому расскажите, пожалуйста, о семье, где он родился, где рос, пожалуйста. Ну, спасибо за приглашение, конечно. Сегодняшнее мое здесь присутствие я связываю с 3 событиями. Юбилей факультета, непосредственно к которому отец мой имеет отношение. 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Отец тоже является активным участником этой войны. Ну и в этом году уже скоро будет юбилей его, 105 лет отцу. Вот эти 3 события, конечно, ну, оно связывает, и я думаю, что непосредственно то, что мое присутствие, оно связано с этим. Спасибо за приглашение. Вот, я очень благодарен, во-первых, что моего отца помнят, что с моим отцом связано много и здесь, и в университете, и в республике. Ну, начну с того, что, конечно, вот когда я еще был маленьким, я помню отца, что он всегда заботился о семье. И когда мне было 6 лет, в отпуске мы были, он повез нас в Татту, на родину. Первым делом, что он нам показал, это Алас, где он вырос, где он провел свое детство. И показал, здесь, говорит, в то время, конечно, там уже были амбар, бревна лежали, развалины, но он сказал, вот это мой детский город. Я запомнил, что это город, и всегда потом называл, что папин город, поехали. Это Алас. Вот. Это, значит, родное место Михаила Михайловича, Алас-Умсан. И это первый жексегонский наследник, село Черкёх. Вот. Ну, с того времени, как вот это я ознакомился с его родным местом, я уже, кстати, часто бываю. В детстве отец меня, как школу закончил, ну, после 6 класса сразу же отправлял туда же, в Татту. Я все лето работал на сенокосе. Вначале в колхозе работали, потом совхоз. И до конца учебы я... В общем, в городе я каникулы не проводил. Там на сенокосе. Вот. Кроме того, он там показал место, помимо этого Аласа. Оказывается, Алас это был, где проживала род Магасов. Отец принадлежит к якутскому роду Магас. Ну, в те времена по родам жили. Сейчас оно, конечно, уже не котируется, такое деление. И на берегу речки Татты, там же проходил, он показал, там есть захоронение. Захоронение всех людей, которые относились к роду Магас. Значит, он в 1974 году установил там стеллу, металлическую стеллу, и написал все фамилии, кого он помнит. Вот самое, что он помнит, это вот это мой дедушка Николай Федорович Федоров. Раньше мы были Аланеровы, но поскольку поп тогда нас крестил, когда при рождении ребенка, вот, сын Федор, ты будешь Федоров. У нас фамилия Федоров. Там есть Огонеры, дальняя родня, но мы сейчас Федоровы. Вот, этот дедушка, ну, он, значит, если я как знаю по родословности, это самое раннее время, которое мы можем вспомнить по родословной. Он родился в 1832 году, умер в 1912. И вот после этого все родственники, отец буквально всех помнил, расписал,
Ну вот это вот очень интересно, да? Да. Но мы должны будем прерваться на перерыв. Будет пауза, и мы после этого обязательно продолжим, потому что я тоже был вот в Татенском Улусе, в его родовом поместье, и поэтому я знаю. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. В эфире программа «Профессор доступно о важном». В студии автор и ведущий этой программы Александр Николаевич Кимкимен, профессор юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Хочу также поблагодарить наших режиссеров Марию Новгородову и Николая Слепцова Айдын. Мы вместе работаем. Ну давайте продолжим, да, о семье Федоровых из Татинского Улуса. Значит, в 1974 году отец поставил стелу, на которой написали фамилии всех людей, которые из рода Магас. Ну, конечно, там самый ранний, это 1912 года, и по сегодняшний день там примерно уже 23 человека обозначены по фамильной, и кто к кому относится родословная связь. Вот, конкретно если взять, то дедушка или отец моего отца, это Михаил Николаевич Федоров. Он родился в 1879 году и умер в 1955. Он в 1955 году, ему было 75 лет, в Алдане, когда отец работал прокурором района. Жил он там с нами. А Марфа Петровна, значит, моего отца, мать Марфа Петровна, по фамилии Петрова она, девичья, тоже относилась к роду Магас. Ну, они с одного рода были. Она умерла рано, когда отцу было 13 лет. Вот, они жили на Ласе Умсанге. И вот он рассказывает, писал книги, что я когда уходил в школу, говорит, она всегда стояла вечером, встречала его, а школа далеко была, сейчас трудно сказать, сколько это, 5 или 6 километров. И вот возвращается в полумраке, говорит, смотрю, мама стоит и говорит, о, какой ты большой, большой человек, говорит, ты уже вырос, говорит. Ну, он действительно потом вырос и стал большим человеком. Поэтому вот дедушку я помню, и даже очень хорошо, он со мной ухаживал, когда мне было 6-5 лет. А бабушку я не помню, не знаю. Вот, Светлана Николаевна, вот периоды развития, да, вот в этом году у нас 25-летие юридического факультета, мы его отмечали торжественно в апреле месяце, ну, в течение года мы говорим об этой знаковой дате, также мы говорим о 105-летии Михаила Михайловича Федорова. Вот современное развитие факультета, как бы вы могли этот момент охарактеризовать? А можно я чуть-чуть продолжу, да. Владимира Михайловича? Михаил Михайлович, вот знаете, когда говорят о школе какой-то, да, ну вот я думаю, с Михаилом Михайловичем он изучал обычное право якутов, а ведь кроме Михаила Михайловича у нас ведь работала его внучка, и она была заведующей кафедрой, причем она вот в 2000 году у нас еще было 2 кафедры, но потом у нас появилась кафедра теории права, то есть она заведовала. В 2000-м кафедра гражданского уголовного права разделилась, вот она возглавляла кафедру уголовного права, то есть она была очень-очень универсальная, да? Вот. И потом уже появилась кафедра теории государственного права, но она тоже, как Михаил Михайлович, была историком права. То есть вот у нас это направление как раз началось с Михаила Михайловича. Он вел теорию права, историю права, и у него и учебное пособие было по теории права. Вот. И Ольга Михайловна, она защитила докторскую диссертацию, и ну, вот у нее есть... Ольга Дмитриевна. Ольга Дмитриевна. И вот, ну, кстати, я читаю их книжки тоже, хотя я... Ну, просто к истории, к теории права всегда приходится обращаться, да. Вот. Но, а у нас на нашем факультете сейчас, ну, у нас, конечно, сейчас много направлений. Ну, в связи с развитием времени у нас, конечно, появляются новые кафедры, новые направления.
А, И я думаю, что, ну, прежде всего, у нас вот, когда, ну, вы говорили о Болонском процессе, вот в связи с этим у нас большие были изменения. Ну и до сих пор, например, защита вот этих бакалаврских работ. У меня, например, вот, ну, я думаю, что у нас сейчас еще будет как, ну, возврат, что ли, к прошлому. В этом смысле, я думаю, что и методика преподавания, и вот новые технологии, то есть вот цифровое право у нас очень интересное направление есть. Вот просто я думаю, что у нас настолько изменилось время, появляются и новые отрасли права. Ну, кстати, вот вы, например, спортивным правом интересуетесь, да? То есть, кроме каких-то классических направлений, у нас ведь появляются новые. И вот у нас открылась, когда кафедра, ну, условно говоря, арктического права, еще как-то люди удивлялись, что это такое. Проблема защиты прав коренных народов – это очень востребованная тема. У нас много пишут о ней. Вот. И у нас есть свое региональное право какое-то, ну, то есть вот отрасли, вот конституционное как раз тоже. Ну, то есть, а сейчас ведь с искусственным интеллектом у нас тоже в методике появляются вопросы. Например, можно использовать студентам этот чат GPT, например, да? И могут ли они пользоваться искусственным интеллектом? В этом смысле, я думаю, проблемы не только школьные, но и в вузах. Вот я, например, слышала профессору, вот я только не помню, европейский или американский, узнали студенты, что он написал свою какую-то методичку, используя вот искусственный интеллект, и это был какой-то скандал. А вот есть ведь обратное явление. Некоторые считают, что наоборот надо его использовать. Невозможно же закрыть глаза на какие-то технологии, да? Вот в этом смысле у нас тоже есть проблемы. Да, совершенно верно. То есть учебный образовательный процесс, он видоизменяется, уже применяются различные технологии, различные базы. Но вот обращаясь к профессору Михаилу Михайловичу Федорову, и я хочу и Владимира Михайловича как-то вот провести экскурсию, мы создали отдельную аудиторию имени Михаила Михайловича Федорова. Вот мы издали вот специальную книгу про жизнь и деятельность Михаила Михайловича Федорова, где красной нитью проходит то, что он патриот, то, что он солдат Победы, то, что он прокурор республики, то, что он основатель высшего юридического образования и науки Республики Саха-Якутия. Мы не должны забывать, что он был почетным академиком Академии наук Республики Саха-Якутия, да. И второе, то, что он как солдат Победы, вот мы видим книга, история, написанная народом, которая вышла под эгидой Русского географического общества, военно-исторического музея. Вот давайте о вкладе Михаила Михайловича Федорова в дело Великой Победы. Этот год защитника Отечества по решению нашего общенационального лидера Владимира Владимировича Путина, а у нас в Республике Саха-Якутия по указу главы республики год защитника Родины. Но вот, конечно, мы должны вот такие фигуры, как Михаил Михайлович Федоров, пропагандировать, да. И более того, я к вам обращался, и вы согласились, что китель Михаила Михайловича Федорова вместе со всеми орденами, медалями должен находиться вот именно в его именной аудитории, потому что мы уже заказали специальные стеклянные кубы для того, чтобы была сохранность. Давайте про участие Михаила Михайловича в деле Победы. В 1940 году, закончив правовую школу, получив какое-то образование юридическое, отец был направлен в Амгинский район и назначен помощником прокурора района. Там он параллельно с профессиональными функциями работал еще и на общественных началах заведующим отдел пропаганды райкома комсомола. Вот. В 1941 году, когда началась война, была бронь, его не взяли тогда, не призвали. Вот.
А в 42 году уже, летом, когда был набор, отец добровольно пошел вот туда. И вот 15 июня их провожали на берегу реки Амга, на пристани, собрали всех этих новобранцев. Ну, поскольку он, видимо, работал и в райкоме комсомола, отдел пропаганды, попросили его выступить. Вот он выступил с речью о том, что мы вернемся с победой, о том, чтобы тыловики здесь работали успешно и помогали фронту. Ну, в общем, это его выступление было опубликовано в местной газете «Ямгинский» 28 июня 1942 года. Значит, прибыв в город Свердловск, они их привезли в Чебаркуль. В Чебаркуле их расформировали кто по образованию, кто как чего. Некоторые вышли на фронт прямо, а его определили в военное политическое училище. Он приехал в Свердловск и учился там. Значит, закончив в январе, феврале 43 года, закончив училище, получил звание лейтенанта, он был направлен вначале в Харьков, Южный фронт. Там было несколько неудачно, очень большая эпидемия тифа была, он заболел тифом. Значит, лето проболел, а осенью, в сентябре месяце уже после выздоровления был направлен на Украинский фронт, Первый Украинский фронт. И как раз попал 6 ноября, попал он в это, началось освобождение Киева, наступление на Киев. Вот с этого момента, как он говорит, он действительно погрузился в настоящее это сражение, почувствовал, что такое война. Вот. Ну, на фронте он, пока там прошел путь, он участвовал, в основном прошел северо-западную часть Украины, освобождение, от Днепра до Ковеля, до границы. Значит, участвовал за этот период в составе, он был Первый Украинский фронт, вот. Пока он воевал, он был Первым Украинским фронтом, а завершил Второй Белорусский фронт. Значит, участвовал в начале Киевской наступательной операции с 3 числа по 12, с 3 ноября по 12 ноября 1943 года. Затем Киевская оборонительная операция. Это было с 13 ноября по 22 декабря 43 года, 43 года, правильно. После этого Житомирская Бердичевская операция, потом Луцко-Ровенская операция и Полесская операция. Вообще освобождению Западной Украины придавалось большое значение. Вот. Оно было связано с тем, что приближалась граница Советского Союза, должны были выйти за территорию Советского Союза. И поэтому придавалось большое значение. И по выходу к границам Советского Союза уже тогда командование утвердило самый значимый орден, Орден Победы. За освобождение Западной Украины вот, награждены были первым Василевский, начальник генерального штаба, Жуков, маршал, так, и Сталин. Вот 3 человека были награждены первыми номерами орденов Победы. Отец, участвуя там, значит, тоже участвовал при освобождении города Коростень. При освобождении города Коростень был указ главнокомандующего вооруженных сил СССР Сталина о салютовании в Москве 24 артиллерийскими залпами в честь освобождения, в честь их дивизий. Вот. Затем такое же освобождение города Сарны. Дивизия была награждена, значит, орденом Красной Звезды, орден боевого Красного Знамени. И тоже произведен был в Москве салют в честь освобождения Сарны. Дальнейшее продвижение было успешно до города Ковеля. Отец говорил, мы когда-то двигались к Ковелю, уже такие награды были дивизии, ожидали награды как присвоение гвардейского звания. Ну, говорит, Ковель встретились очень сильное сопротивление. Несмотря на то, что там достаточно болотистое место, значит, были переброшены бронетанковые подразделения германских сил. И, в общем, первое их наступление там было, захлебнулось. Отец что сказал, что
он получил большое тяжелое ранение где-то 15 марта. Его увезли, а через 2-3 дня, говорит, что там было, почти всех смели. Вот. Поэтому, говорит, мне просто повезло, что меня, говорит, сильно ранило. Иначе я бы сегодня не пришел. В общем, видимо, я родился в рубашке. Да. Да. Ну, конечно, вот, к сожалению, формат нашей передачи, он такой ограниченный. Вот еще бы хотелось узнать, вот, как вот, будучи прокурором республики, да, потому что он же добивался специальных квот для обучения, да, специальной путевки для поступления в Свердловский юридический, Харьковский юридический институт. Вот его этот напряженный период, как семья ощущала это? Ну, вообще-то в семье он много не делился своими проблемами. Он больше заботился, чтобы мы хорошо жили. Вот, старался так. Но всегда говорил, что работа с людьми, с кадрами, это его первая задача. Потому что он, окончив военно-политическое училище, уже был комсоргом батальона, уже работал с людьми. Начинал там. И, работая на общественных началах заведующим отдел пропаганды комсомола, тоже с людьми работал. И придя уже когда он был прокурором республики, значит, он сразу начал... Он пришел туда, говорит, я сейчас не помню точно цифры, где-то 16% только было с высшим образованием, коллектив прокуратуры в Якутии вообще. И поэтому он назначился, где взять кадры, чтобы работать. Кадров не хватало очень. И ему удалось потом, наконец, он ездил в Генеральную прокуратуру, разговаривал там с генеральным прокурором Руденко. Тот его поддержал, что кадры вопросы нужно заботиться. И оказалось действие, чтобы он с деканом, ректором Свердловского юридического института и Харьковского договорился. Они согласились, подписали договора о отдельном приеме. Вот с этого момента, где-то, по-моему, 66-го года стали приезжать выездные комиссии в Якутск, и местная молодежь могла сдавать вступительный экзамен в Якутске. Да. С этого момента у нас, как он очень был доволен, что у нас будут кадры. Когда он уходил оттуда, уже сейчас, когда где-то 74-м или 73-м, уже было 83% высшим образованием в коллективе прокуратуры. Да. Ага. Конечно, вот это действительно большой период, и выпускники эти, вот Ларионов Егор Михайлович, да, Илларионов Афанасий Петрович, Макар Макарович Яковлевич, Колмогоров Василий Васильевич. Вот это все благодаря вот Михаилу Михайловичу Федорову. Ну и в завершении у нас остается совсем немного времени, мы должны уже завершать. Я хотел бы поблагодарить за то, что вы пришли в нашу студию, и мы говорили о развитии юридического образования в нашей республике и о роли Михаила Михайловича Федорова. Хотелось бы всем пожелать добра и благополучия. Спасибо